В образовательных учреждениях завершаются ремонтные работы накануне нового учебного года. Во всех школах и детских садах выполнен косметический ремонт. Кабинеты и коридоры заново выкрашены. В пищеблоках обновился кафель, проведены и другие работы. Во всех образовательных организациях сейчас идут последние работы перед 1 сентября для того, чтобы дети в комфортных, нормальных условиях приступили к обучению. Детские сады работали все лето, но тем не менее это не мешало им подготовиться к новому учебному году. Косметические ремонты проведены, текущие ремонты во всех образовательных организациях. Есть образовательные организации, в которых проведены капитальные ремонты кровли. Устранены предписания пожарных органов Роспотребнадзора для того, чтобы школы и детские сады работали в нормальном режиме с 1 сентября. Готовность школ и детских садов принять юных жителей Сосногорского района оценил глава муниципалитета Сергей Дегтяренко вместе с депутатами районного и городского советов и представителями общественности. Я лично был очень впечатлен объемами работы. Это, во-первых, как член общественного совета мне интересно, то есть я заинтересован, чтобы наши дети учились в красивой, современной школе. Действительно, ожидает ребят и немало новинок. В этом году в Сосногорском районе впервые реализуется программа «Народный бюджет в школе». В работе 4 проекта. Например, в первой городской школе оборудована медиастудия «Мультиактив». Для юных журналистов приобретена видеоаппаратура и программное обеспечение. А также создано современное пространство в кабинете изобразительного искусства для работы фото- и видеостудии. Ребята, старшеклассники, учат малышей, как это делать, и передают свой опыт. Потом они вырастают и также снимают и пробуют себя в профессии. Той же самый режиссер, видеосъемка, оператор. То есть вот такие специальности как бы мы рекламируем. Но это современно, сейчас все в интернете, и все это, чтобы уметь монтировать, создавать красиво, эстетично и правильно. А в 5-й школе реализован проект по созданию творческой студии «Вместе. Творчество. Культура». Здесь проведена реконструкция кабинета музыки в музыкальную студию. Радиосистема, микрофоны и новая мебель создадут условия для появления новых талантов. Этот кабинет подразумевает проведение уроков музыки, проведение внеурочной деятельности творческой. Проект данной творческая студия готовили ребята 11 класса, выпускники наши, и руководитель Алешечкина Елена Валерьевна. Продолжается открытие и новых точек роста. В настоящий момент в Сосногорском районе их 7. В новом учебном году заработает еще одна. Ее оборудование завершается в 5-й городской школе. Насчет точек роста, то действительно это важно для детей, поскольку это помогает им даже определиться в жизни, куда они пойдут, что им интересно, и развить их некоторые таланты, может быть, возможности открыть в них что-то новое. Помогает обновлению образовательных организаций и социальное партнерство. Победа в конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла» позволила создать в первом Сосногорском детском саду музыкальный мир мечты. Мы участвовали в конкурсе, готовили проект «Музыкальный мир мечты». Мы его сейчас должны воплотить. То есть с детьми мы должны его реализовать в процессе образовательной деятельности. Мы купили музыкальные инструменты, очень большое количество. Оказывает помощь школам и детским садам и Сосногорский газоперерабатывающий завод. Благодаря предприятию в первой городской школе заменили окна во всех начальных классах и приобрели мебель для 2 кабинетов. А в первом детском саду отремонтировали пищеблок. ООО «Газпромпереработка» является социально ориентированной компанией, соответственно, и наш филиал, Сосногорский газоперерабатывающий завод, принимает огромную работу в благотворительной помощи как физическим лицам, организациям дошкольным, муниципальным, так и религиозным, оказывая и материальную помощь, и, в общем-то, ту помощь, которую мы можем оказать нашим коллективам своим прямым участием. Это является приоритетным направлением для работы ООО «Газпромпереработка» и нашего филиала Сосногорский газоперерабатывающий завод.
Пополнился накануне нового учебного года и педагогический коллектив Сосногорского района. Привлекать кадры помогают как целевое обучение за счет муниципалитета, так и республиканская программа «Земский учитель». Андрей Вотчель в Сосногорск приехал из города Дзержинска Нижегородской области. Начиная с этого года он будет преподавать историю в 5-й школе. Приехали недавно, отработал 1,5 недели в школе. В целом скажу, что ожидания, они оправдались, и даже больше на самом деле. Коллектив, руководство, сам город, округа, они нас с женой впечатлили, и мы планируем остаться здесь дальше для проживания и работы. Готовность школ и детских садов Сосногорска к новому учебному году была оценена положительно. Все посещенные образовательные организации за проведенную работу получили оценку «Отлично». Я могу с уверенностью сказать, что наши школьные учебные заведения и дошкольные учебные заведения готовы к приему детей к началу нового учебного года. Где-то работа находится на завершающей стадии, кто-то уже полностью подготовился к учебному году. Впечатление хорошее, все будет до конца доделано, сделано, и будем принимать наших деток. Отдельно хочу выразить благодарность нашему хорошему, давнему и доброму социальному партнеру, это газоперерабатывающему заводу. То, что сегодня мы увидели, действительно помощь оказывается нашим и школьным заведениям, и дошкольным. Спасибо огромное. До 1 сентября осталось чуть менее 2 недель. В этом году за парты в Сосногорском районе сядут почти 5000 ребят, а в детские сады пойдут более 2200 малышей. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В детской и юношеской библиотеке состоялась встреча с коми-писателем и поэтом Еленой Афанасьевой, а также редактором журнала «Бикинь» Аленой Старцевой. Творческий десант из Сыктывкара побывал в нашем городе в рамках книжного фестиваля «Алая лента». Елена Афанасьева известна серией рассказов про Дуду, женского лесного духа. Современные дети слишком много времени проводят с гаджетами, считает писательница. Дуда платье, мне кажется, как раз детей возвращает обратно в жизни, то есть показывает красоту природы, красоту языка, учит добру, чему-то еще учит, терпению, дружбе между детьми. И мне кажется, Дуда платье для этого и пришла в наш мир, не просто так. Книги Елены Афанасьевой печатаются крупным шрифтом, чтобы их смогли прочесть слабовидящие дети. Однако библиотекари отмечают, что произведения автора понятны и интересны даже взрослым читателям. Ведь основа историй – народные легенды, которые писатель слышала в детстве, проведенном в коми-деревне. Мы чаще ходили раньше в лес, мы чаще гуляли, мы чаще общались с детьми, с друг другом и немножко рассказывали друг другу страшилки. Вот эти немножко еще сказки напоминают страшилки на ночь, что не ходите в лес, а то вас заперут, или в такую-то погоду не ходите. То есть это интересно, это надо самому прочитать, посмотреть, и вы не останетесь к этой литературе равнодушными. На встречу с автором пришли читатели разных возрастов. Педагоги привели своих воспитанников. Преподаватель Елена Алешечкина считает, что в нашей республике в школьную программу нужно добавить больше произведений коми-писателей. Я не могла упустить такой момент, чтобы пригласить ребят в свой класс, который переходит в 8 класс, на эту встречу. Потому что я считаю, что это будет важно. Они скоро будут сдавать экзамены, они должны сдать известных людей, которые живут у нас, на нашей родине, и развивать себя. Сейчас Елена Афанасьева по заявкам маленьких читателей работает над очередным рассказом про Дуду. Он станет 5-м в серии. Книжный фестиваль «Алая лента» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает Национальная библиотека, которая в этом году отмечает 185 лет работы. Помимо этой даты фестиваль приурочен к юбилею коми-края. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В ближайшие выходные в Республике Коми пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию региона. Напомним, юбилей отмечался в прошлом году, но из-за ковидных ограничений торжества были перенесены. В Сосногорске мероприятия пройдут с 19 по 22 августа.
В пятницу в 18 часов в Доме культуры «Горизонт» выступит ансамбль песни и танца Белгородской государственной филармонии «Белогорье». 21 августа на площади Гагарина пройдет народное гуляние, которое начнется в 16 часов. В этом году у нас концепция такова, что народное гулянье будет в том числе демонстрировать и наш национальный районный фестиваль «Сосногорье». Мы объединили данную концепцию в единой программе. У нас будут и выставки декоративно-прикладных мастеров. Усть-Цильма к нам приезжает в гости, Ухтинские, Сосногорские районы будут представлены. Значит, интерактивные площадки, торговля, спортивные площадки, катание на лошадях. И, конечно же, самая большая шаньга в республике Коми. На площади Гагарина также выступит академический ансамбль песни и танца Удмуртской республики «Италмас». 22 августа в 12 часов состоится торжественное открытие доски почета Сосногорского района. А в половину второго на площади Дома детского творчества начнется концерт, посвященный Дню государственного флага России. Юбилей республики отметят и спортивными мероприятиями. 21 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе у нас пройдут соревнования по баскетболу среди детей и молодежи. Основное мероприятие у нас пройдет на стадионе «Химик». Также 21 августа мы ждем всех в 3 часа дня. Запланированы дартс, настольный теннис, по народному жиму соревнования, веселые старты. Также в программе «Мама, папа, я. Спортивная семья» и соревнования по самокатному спорту. Андрей Калиничев, Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В настоящее время в связи с негативными экономическими факторами часть работодателей вынуждена переводить работников на специальные режимы рабочего времени, такие как сокращенный режим рабочего времени, простой отпуск без содержания, без сохранения заработной платы, изменяет режим сменности, единовременно высвобождает работников. В соответствии с указом президента Российской Федерации в рамках обеспечения социально-экономической стабильности и защиты населения Российской Федерации Минтрудом России разработаны и утверждены нормативные акты, направленные на снижение напряженности на рынке труда и определенный алгоритм действий дополнительных мер для работодателей и граждан. Постановлением правительства Российской Федерации расширен список категорий по предоставлению государственных услуг. Теперь мы работаем не только с безработными гражданами, но и с ищущими работу. Для получения государственных услуг гражданин вправе обратиться в Государственную службу занятости независимо от места жительства в пределах субъекта Российской Федерации. В рамках приказа Минтруда России организован ежедневный мониторинг состояния рынка труда субъекта Российской Федерации при высвобождении сотрудников работодателями. Определены мероприятия по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников, в соответствии с чем таким работодателям необходимо разместить информацию о принятии решений перехода на режим неполной занятости или проведения сокращения работников на единой цифровой платформе «Работа в России». Государственное учреждение Республики Коми, Центр занятости населения города Сосногорска, осуществляет взаимодействие с работодателями, имеющими риски высвобождения работников и потребность в рабочей силе, организовывает временные консультационные пункты как на территории предприятия, так и в Центре занятости, где высвобождаемые сотрудники в полном объеме получают информацию от специалистов Центра занятости по вопросам постановки на учет, о правах и обязанностях безработных граждан, а также ответят на все интересующие вопросы в части занятости населения. Расширена программа субсидированного найма для юридических лиц и предпринимателей. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации работодатели могут получить субсидию за трудоустройство граждан, которые находятся под риском увольнения и потерявшие работу. Для этих работодателей выделяются межбюджетные трансферты для финансирования затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в Центре занятости в целях поиска работы, включая безработных граждан.
Далее, на частичную оплату труда и материально-технического оснащения при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. И осуществляется финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования зарегистрированных безработных, находящихся под риском увольнения. Центр занятости оказывает содействие работодателям по организации временного и постоянного перевода работников в другие организации во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года номер 511 и продолжает работу по направлению на профессиональное обучение и переобучение, в том числе в рамках национального проекта «Демография». И в заключение по всем возникшим вопросам следует обращаться в государственное учреждение Республики Коми, Центр занятости населения города Сосногорска, в кабинет номер 3 или по телефону 682 26.